Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Мы вам покажем» находится в средней общеобразовательной школе номер 6. И мы будем сегодня учиться интересной технике. Это техника гратаж. И в этом нам поможет преподаватель по изобразительному искусству Анна Николаевна Яковлева. Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте обо всем по порядку. Для начала все-таки раскроем небольшую тайну. Что же такое в целом гратаж? Потому что для многих это слово, наверное, вообще ничего не означает. Да, конечно, да. Гратаж – это техника процарапывания. Она появилась еще в античные времена, в Древней Греции. В то время процарапывали тонкий слой штукатурки, таким образом декорировали фасад здания. А вообще вот современный гратаж, он представляет, да, его представляет немецкий замечательный художник Марк Эрнст. Да, это 1925 год, когда он впервые увидел, заметил, что можно гратаж использовать на основе бумаги или картона. Итак, что же нам нужно для гратажа? Да, давайте. Логично. Итак, нам нужна бумага. Нам нужна черная гуашь. Можно также использовать разноцветные гуаши. Можно использовать восковые карандаши или же обычную свечку. И для процарапывания нам нужны зубочистки, можно шпажку можно использовать, а также можно использовать ручку. Которая уже не пишет. Да, она будет хорошо процарапывать. Анна Николаевна, вот мы сейчас видим, да, примерные работы ваших учеников, да. Ну, я думаю, сейчас, если вот визуально посмотреть, да, на этот стенд, то, собственно, наверное, многие вспомнят это из программы своего детства, да? Это есть у нас тема. в программе 6 класса, да, есть. И, кстати, вот эта техника детям очень нравится, потому что она, скажем, ну, чуточку выходит за границы, да, обычного творчества, она необыкновенная, и детям нравится в том плане, что они могут себя вот тут вот реализовать, показать в разных стилях, да. Смотрите, у нас и по основе, по самой основе, да, и картон, и бумага, да, и фон. Да, это может быть как монотипия, черный фон, да, синий, красный, а можно еще и цветными раскрасить. Вообще вот эта техника, она широко используется в детских садах, в начальных классах. Да, почему? Потому что процарапывание, да, мы вот смотрите, да, когда прямо поверху рисуем, мы можем наложить сам рисунок, да, процарапывать, при этом у ребенка развивается мелкая моторика. Да, поэтому детям очень нравится. И даже сейчас, когда вот в 8 классах я показываю вот эту технику, они сразу вспоминают, говорят, да? Мы же это проходили. Вот, я тоже вспомнила свое детство благодаря вот этим рисункам, да, ну здорово. И самое главное, мне кажется, здесь, как мы любим часто говорить, есть право на ошибку. На самом деле в технике гратаж как раз-таки ошибка, она уже не исправляется, потому что вы уже процарапали воск, да, то есть вы можете уже ее поменять по-другому. То есть это получится у вас чуточку другое, отойдете от основы, да, но тем не менее, конечно, это тут для творчества. Собственно, этим-то мы сейчас и займемся, да, от теории переходим к практике. Дорогие друзья, с чего начинаем, Анна Николаевна? Итак, мы с вами сегодня будем рисовать сказочную жар-птицу. Для этого даю вам, себе, мы с вами будем работать на пару. Нам нужны кисточки. Желательно кисточки взять большие, это будет экономия времени. Нам с вами нужна вода. Да. И знаете, это вот первый способ, когда мы с вами основу будем красить гуашу. Вы можете, кстати, гуашу, да, а можно вот уже цветными восковыми карандашами тоже можно сразу нанести. Итак, давайте ваш способ. И нужно будет, смотрите, поскольку жар-птица, она у нас яркая, разноцветная, мы с вами будем использовать такие теплые цвета. Это желтый, красный, оранжевый, да. Можно даже чуточку зеленый цвет, где-то фиолетовый цвет. И лучше всего раскрасить вот так вот наискосок. То есть полосками такими, полосками. А я уж представила, что сейчас жар-птицу подетально надо будет, а тут такие мелкие детали, думаю, как мы же тут до завтра будем раскрашивать все эти мелкие. Просто, значит, наискосок полосы делаю разноцветные. Да.
Хорошо. Да? Насколько обильная должна быть краска прям? Желательно густо, воды поменьше, потому что если воды много сделаете, у вас будет очень долго высыхать. Да, за это время у ребенка интерес может пропасть. Что немаловажно, да, в работе с Очень. детьми. Очень. Ну, пока мы, собственно, раскрашиваем, да. Как вы стали учителем? Профессия вас сама нашла или вы в нее пришли все-таки? Да, скорее всего, профессия меня сама нашла. Вообще у меня первое образование – это учитель начальных классов. Второе мое педагогическое образование – это юридическое, второе образование, да. И третье, получается, это уже учитель ИЗО. То есть вот так вы практически, да, всю жизнь учились, получается, да? Ну, да. Учиться, как говорят, никогда не поздно, да? То есть учителем начальных классов, наверное, устали быть. Тяжело. Да, есть, конечно, свои нюансы быть учителем начальных классов, да. Мне больше нравится со средним звеном работать. А, да вы что? С подростками? С подростками работать. Дети сейчас очень открытые, очень эмоциональные. Есть очень творческие дети. Да что? Да? То есть работать в одно удовольствие. Ну, скажем, да. Кстати, школа, да, это такое место, где ты вот именно получаешь обратную связь. И когда детям нравятся твои уроки, да, детям сама как человек нравишься, они это сразу показывают. Поэтому в этом плане очень хорошо. Здесь только сплошной позитив, можно сказать. Редко встретишь учителя, который говорит, что подростки – это сплошной позитив, вы понимаете? Ну, на самом деле, если с ними общий язык найти, да, то это очень легко. Когда детей много, конечно, есть свои сложности, нюансы есть, да, когда их много, когда они шумные, именно привлечь внимание, да, к себе. При раскрытии темы могут быть какие-то вот нюансы, но тем не менее, когда дети уже понимают, улавливают суть работы, тут уже очень хорошо. Они очень охотно участвуют в конкурсах различных. Есть дети, которые в прошлом году у нас поступили в художественное училище, колледж, да, сейчас называется. И там в неделю по 3 занятия у них проходят, по 3 разным предметам. Им это очень нравится. То есть вот со школьной скамьи у детей уже как бы траектория развития идет. Уже знают, да? Они знают, на Кем кого они будут станут в поступать. будущем, Да. А вот к творчеству вы всегда были так, да? Душа у вас лежала? Или это тоже приобретенное такое качество? Это со временем, это вот по необходимости уже, мне кажется, приобретенное. У меня 3 детей и частный дом, да, соответственно, когда у тебя детки растут, это и в садике нам нужно как-то и творчество проявлять, и в доме, да, в своем частном доме, там, и во дворе, и в доме, да, скажем. Комнаты детские как-то обставить, сделать. Тут уже волей-неволей как-то нужно. Чуть-чуть художником, да? Да, нужно уже творчески подходить. Тут знаете как, да? Да. Когда мы будем процарапывать, будет сильно темнота. Поэтому, когда подсохнет, тут лучше добавить яркости, да? Где-то синего цвета, где-то желтого. Вот тут вот, когда подсохнет. А, еще можно сделать так, как Гуашь тем и хорош. Когда он подсыхает, сверху можно наносить другие цвета. Так? То есть не обязательно должны быть прямые линии, да, вот прям четко цвет за цветом. То есть можно смешать. Конечно, лучше смешать. Хорошо, так, пока я здесь экспериментирую, вы уже практически раскрасили жар-птицу, да? Она у меня почти что закончила. Так, вот смотрите, в этой технике плюсы какие? Это когда я восковыми карандашами раскрашивала, да? То есть тут нам не обязательно уже наносить свечку. Потому что у вас мы, уже есть, да, Да, белок? то есть мы ускоряемся. Но, тем не менее, обычно я использую свечку, потому что при процарапывании, если толстый слой свечки, да, то он хорошо убирается. А так бывает, допустим, вот покажу вот эту работу. Да, здесь не очень хорошо видно. Да, видно. Кто у нас тут? Ну, если присмотреться, то, конечно, понятно, что это улитка, да? Веселая, да? Да, веселая улитка, но, собственно, действительно плоховасто видно, да? Да. Так, что вы мне сказали добавить?
так. Вот тут, знаете, можно, вот где у вас желтый, мы можем чуточку вот тут вот добавить красного, да, чтобы получился у нас огненный такой вот. Да. Если мы синий смешаем с красным, у нас получится фиолетовый. Поэтому вот так вот чуточку. Хорошо? Ну и все, оставляем сохнуть. Вот так у меня получилось. Кажется, немножко, возможно, неаккуратно аляписто, но так задумано, потому что далее мы увидим, во что превратится вот мой рисунок, да? Так, ну все, у нас работа, первый этап работы готов, работа подсохла. Дальше мы берем обычную свечку. Ну, смотрите, да, при этом она не должна быть ароматизированной, там, с какими-то маслами, блесками, да, маслами. Обычная свечка, простая. Парафин, да. Парафин. И как следует хорошенько натираем. Прям наносим толстый слой. Повторно можно, да, так? Повторно можно. При этом у нас не должно остаться мест, где вот не коснулась свечка, да? Иначе это место будет просто не процарапываться. Мы можем даже листочек порвать. Работа достаточно вот грязная, поэтому желательно под, да, работу скатерть или что-то. Бумагу нужно будет настелить. А если мы вот по второму разу пройдемся парафином, слой на слой накладывается или если уже есть слой? Накладывается. Все равно всё накладывается, нормально, да? Все накладывается. Увлекательный процесс, я вам сразу скажу, потому что... Смена действительно- деятельности идет. Да, да, Сначала да. раскрашиваем, потом воск. Да. Тут аж в 4 этапа работа Ну делается. и, собственно говоря, это интересно будет как детям подросткового возраста, так и малышам, потому что, ну, мне кажется, вот такие манипуляции делать детям младшего возраста вообще просто будет интересно, да? Вот что-то замазать, размазать, как будто бы испортить, краски так нанести аляписто. Это вот прям для младшего, да, звена. А для среднего звена уже будет все немножко сложнее, да? Ну, то есть они будут все аккуратнее делать, понимая, что от этого процесса зависит окончательный результат. Да? За 40 минут мы, конечно, не успеваем всю вот эту работу сделать, поэтому я им даю заранее за неделю домашнее задание, чтобы они дома вот кусочек, маленький кусочек бумаги взяли, раскрасили любые цвета, говорю, да, и свечку, чтобы уже полностью нанесли, и мне приносят готовую основу. То есть, если у нас сегодня лист был уже с рисунком, то у них такого нету. Это мы во время урока рисуем. Сегодня у нас с вами будет более такой облегченный вариант. Да, экспресс, да? Тут, чтобы листочек туда-сюда не ходил, можно использовать малярный скотч, по краям приклеить, да? Так, и смотрим, не осталось ли где место без воска. Вот, чувствую местами. Весь лист нам не надо, нам только где вот сама птица, да? Достаточно будет этого. Сильно, кажется, давить не надо, да, а то можно и стереть, да, воск, если сильно надавливать. Да, он крошится еще, видите, да, воск. Все, у меня готово, да и у вас, я думаю, Мне тоже кажется, готово. готово. Итак, это у нас второй этап Завершен, да? завершен. Здорово. И мы с вами приступаем к третьему этапу. Это нанесем черную гуашь поверх воска. Покрываем полностью рисунок. Для этого мы берем гуашь черную, и нам нужно капельку, совсем чуточку жидкого мыла. То есть 1/3 это жидкое мыло,
2/3 это гуашь. Ну и, конечно, мы с вами используем для этого палитру. Так, возьмем. А мыло какую роль здесь играет? Мыло, оно для именно вот раскрашивания, да, оно будет помягче идти, и потом, когда будем процарапывать, тоже. Когда вот без мыла делаем, да, оно процарапывается не очень хорошо. А, да вы что? Поэтому тут не обязательно жидкое мыло, можно использовать и средства для мытья посуды, шампунь можно, фейри, да, тот же самый использовать можно. Тут не столь важно. Возьмем. Совсем чуть-чуть нанесли. Если мыла будет слишком много, да, тогда у нас краска будет пузыриться. Тогда нам нужно будет в несколько слоев его накрывать. Так, тут видите, чуть-чуть. И Ну, вот, попробуйте, нанесите. да, и вот опять процесс как будто бы кажется разрушительный. Как можно красивую картину взять и замазать черным цветом? Опять немножечко такой, знаете, шок-контент. Но здесь все так задумано, да? Так, я наношу, и что я должна увидеть? Да, вы полностью всю работу покрываете краской сейчас, черной. Все прячем. Уникальность техники в том, что потом, когда мы будем процарапывать, у нас вот эти яркие цвета, они все покажутся. Выйдут Выйдут, да. на поверхность, да? Да. Из нашей черной картины. А сегодня же вот столько различных техник, да, даже вот на вашем предмете, да, по изобразительному искусству, да, все-таки различные мастер-классы, сегодня же очень много всего, да. А вот самое любимое детьми, что вот есть какой-то, допустим, определенный жанр, который детям нравится вот от мала до велика? Ну, насчет вот современных каких-то новых техник не скажу точно, да, но тем не менее у меня есть дети, которым нравится именно графика. То есть, когда мы переходим по программе к живописи, они говорят, вот мне не нравится в живописи что-либо рисовать, да, им конкретно вот графика, карандашом рисовать любят. Кто-то там, допустим, углем любит рисовать. Есть дети, которые любят рисовать только пейзаж. И если мы, допустим, переходим к теме натюрморта, им это совсем не интересно. Они так и говорят, озвучивают. А сейчас еще дети очень хорошо начали рисовать, используя графические редакторы. Вот, то есть современные дети такие пошли, да, используют уже... Да, очень хорошо новые рисуют, технологии, у да? них очень хорошо получается. И они потом ко мне подходят и показывают свои работы, вот то, что дома сидели, делали. Да. А вот говорят, что молодежь нынче, ну, меняется, да, все из-за этих гаджетов, сидят, ничем не увлекаются. Вот, а вы говорите, ребята приносят, что-то дома рисуют, да? То есть это все зависит все-таки, наверное, не от времени, в котором ребенок живет, да, а от условий, которые создают родители, да? Скорее всего, да, я так и думаю, потому что вот эти дети, которые творческие, которые ко мне подходят, показывают, им родители заказывают различные наборы красок. То есть у них есть возможности, они куда-то ходят, они участвуют. Даже есть очень много платных конкурсов, да, тем не менее дети участвуют. То есть это им дает уже, почву для развития. Вот если ребенку не давать таких возможностей, и когда ребенок не участвует в конкурсах, он достаточно не раскрывается. Да. Он может только остаться в рамках урока. Ну вот у меня получился черный квадрат Малевича. Вот так вот. Если у нас чуть-чуть есть маленькие дырочки, вот так, ничего страшного? Когда подсохнет, наносим второй слой. А, еще второй слой, вот конечно. Так. То есть все должно быть идеально черным-черно. Да. Все, отлично. Чем гуще, тем лучше. Ну вот у нас работа уже подсохла, да, можно работать, не липнет, все хорошо.
И мы берем Жар-птицу. жар-птицу нашу. Шаблончик наш, да? Шаблон, да. Накладываем сверху. И чтобы он у вас ходуном не ходил. Так, давайте-ка. Так, вот так вот сделаем. И прикрепите. Хорошо. Вот так это все выглядит. Мы продолжаем учиться технике гратаж. И сейчас я вам даю ручку. Вам нужно будет сильно надавливать, да, то есть мы должны получить оттиск, потом, чтобы процарапать. То есть это у нас уже 4-й этап, да? Уже сбились со счета, в общем, ну, где-то в районе этого, да? То есть все мелкие детали или можно только крупные пока? Только крупные возьмите. То есть хохолок, да? Да. Хохолок. Прям сильно-сильно давлю, да? Сильно давите, чтобы был оттиск, чтобы вам было потом хорошо видно, потому что на черном фоне не очень хорошо бывает видно. Конечно, можно сделать работу без шаблона, но для этого тоже тема уже заранее должна быть ясна, да, понятно, что вы будете рисовать. Но если, допустим, это конкурсная работа, то лучше, конечно, с шаблоном, если хотите, чтобы у вас она очень прям хорошо получилась. Потому Ой, я так давлю, что кажется, что сейчас судорога начнется. Очень стараюсь, аж прям до речи пропал. Как вы говорите, как будто к выставке работа. Подглядывать пока не будем. Сейчас у нас с вами работа ведется по плотной бумаге, да, заметили? Гратаж можно, ну, по техникам она, по способам, скажем, да, она отличается. По тонкой бумаге, можно по картону, потом по инструменту процарапывания. Профессиональные художники используют резаки разных форм. А детям подойдет, конечно, зубочистка, шпажка. Четвертый этап у нас завершился. Далее мы уже можем взять зубочистку, она удобна, да? И процарапываем. Видите, у нас вот оттиски есть, мы следы видим. У вас шаблон есть перед вами, и уже можете рисовать, процарапывать. То есть по факту мы просто снимаем слой воска, да? Да. С черной краской. И там у нас просвечивается наша подложка, да? Так оно и есть. На начальном этапе были такие тут, знаешь, резкие движения, да, тут черной краской, машь не хочу, воском тут втирай тоже. Все так немножко хаотично было. А сейчас вот начинается вот эта скрупулезная работа, да? То есть вот прям нужно с точностью, до мелочей, спокойненько, умиротворенно выцарапывать все наши линии, да? Ловим дзен. Да. И у нас здесь нету права на ошибку. В этом моменте как раз. Ну что, какие-то буквально полчаса, да, ну, 20-30 минут, и, собственно, наша жар-птица
появилась на свет, я бы сказала, да, из мрака, из темноты, с того черного квадрата. Мы видим точные очертания, мы видим яркие цвета. Возможно, через камеру сейчас прям все детально не передастся, но мы вас уверяем, что здесь видно все, вплоть до мелких частей. Все верно? Правильно. Да. Ну и, собственно, на этом наш такой небольшой мастер-класс подходит к концу. Мы благодарим вас за предоставленную возможность. Ну и, конечно, желаем вам благодарных учеников, побольше креативных идей. Ну и, собственно, пусть ярких красок в вашей жизни будет чем больше, тем лучше. Спасибо.